Мы будем готовить новое блюдо пельмени с пестиками по-кески. Для этого блюда нужно 0,5 килограмма фарша и такое же количество килограмм пестиков. Это значит 0,5. Вот примерно мы кладем сюда и все это перемешиваем в равных пропорциях. Тесто обычное пельменное, можно из ржаной муки, можно из муки высшего и первого сорта. Этот рецепт мы придумали и искали в старинных книгах, в старинных рецептах, но не нашли. Все-таки мы его немножечко преобразовали, и вот получилось наше новое гастрономическое блюдо пельмени с пестиками по-кески, которое очень всем нравится. Сейчас его производят Райпо, Агапыч, кафе, и всегда пельмени с пестиками по-кески можно приобрести у нас в Кизу во всех магазинах. Вот 0,5 на 0,5, получится половина на половину. Все. Можно немного наливать водички, соль. И все. Начинка готова. Вот сейчас она суховата чуть. Надо добавить, можно молока, можно воды. Сильно густой не надо. Вот так мы разминаем. Пестики очень сильно впитывают жир, поэтому не страшно, если мясо будет побольше. Да. Это блюдо подается на стол со сметаной пельменей. Вот фарш готов. Соль мы... Я его даже попробую сырым. Соли маловато. Угу. Чтобы придумать какой-то новый вот гастрономический бренд именно Кесского района, я позвонила своему знакомому краеведу Александру Ивановичу Иванову и попросила его поискать в рецептах старинных книг какое-нибудь интересное блюдо из пестиков именно. Он сказал, что да, вообще-то не делают пельмени, но надо попробовать. Он мне привез пестики. На следующий день вот я попробовала, 50 на 50 фарш сделала. Сделала обычные традиционные пельмени, как делают. Вот пельменное ушко. Когда мы собрались ехать на Песфест, мои коллеги пришли ко мне домой, и все дружно, как обычно это раньше было, сели стряпать пельмени, пришли к единому мнению и к единому пельменю, как говорится, у моей коллеги Лены Сильверстовой. Вот она научила делать самые правильные удмуртские именно пельмени. Вот она сейчас покажет, как это делается. Мы делаем, загибая пельменное ушко, а оказывается, по-удмуртски делали не моя загибая. Мама никогда не загибала. И вот в концах оставляли еще дырочку, чтобы сок проходил, чтобы пельмешки были сочнее. И вот именно такой пельмень стал у нас вот такой он. Пельменем Кесского района. Нужно оставить кончики, вот концы оставляем и загибаем. Это мой коллектив уже, наверное, звонит на репетицию. Можешь? Валя? Все вместе, да. Туда и ложишь. Это мой. А чашка? На Джекулам сумнам чашку спасу так тоже. Видишь, она. Снимают,
Ага. На чашку. Ну как в магазине покупаешь? Сашка сюда. Давайте цвет. Нет, вот такие с пестиками. Я хочу с пестиком вообще. Молоко.